Сегодня готовим домашний торт на сковороде. Он получается невероятно нежным, мягким и очень вкусным. Готовится он просто и без заморочек, из минимум продуктов. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Начнем с приготовления нежного заварного крема. В миску разбиваю 2 яйца. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Всыпаем 100 граммов сахара. Добавляем щепотку соли для баланса вкуса. Все хорошо перемешиваем до растворения сахара и соли. Далее начинаем постепенно вводить муку. Всего нам понадобится 4 столовые ложки. Это около 60 граммов. Добавляем по одной ложке и каждый раз тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Сначала первую ложку хорошо размешали, потом вторую, третью и четвертую. После этого добавляю 2 столовые ложки крахмала. Это около 25 граммов. И снова все хорошенько перемешиваю. Теперь вливаю молоко. Для начала совсем немного, буквально чуть-чуть, чтобы развести массу. Все хорошенько перемешиваем. Далее добавляем немного ванилина для аромата и вкуса. Теперь вливаем оставшееся молоко. Все хорошо перемешиваем до однородности. Отправляю нашу чашку с кремом на огонь. С этого момента от плиты не отходим. Варим крем непрерывно и хорошо помешивая его венчиком от самого дна, чтобы ничего не пригорело. Внимательно следим за массой. Как только на поверхности появляются первые характерные пузырьки и крем начинает булькать, сразу же выключаем огонь и снимаем с плиты. Наш крем готов. И под конец в горячий крем добавляем сливочное масло. Размешиваем, пока оно полностью не растопится. Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем охлаждаться. Можно также оставить крем на ночь в холодильнике. Пока крем охлаждается, приготовим коржи для нашего торта. Для начала займемся сухими ингредиентами. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем чайную ложку соды и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем. Пока оставляем в сторону, теперь займемся жидкой основой. В отдельную миску наливаем 200 граммов кефира. Это 1 стакан. Всыпаем 100 граммов сахара. Хорошенько перемешиваем, пока сахар полностью не растворится. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Затем постепенно всыпаем нашу мучную смесь. Я делаю это в 2 этапа. Сначала замешиваю тесто лопаткой, а когда соберется в комок, работаю руками. Добавляю вторую часть теста и также перемешиваем.
Вот такое тесто у нас получилось, мягкое и эластичное. Посыпая стол мукой и делим наше тесто на две части. Каждую часть скатываем в колбаску. Теперь каждую колбаску разрезаю на 4 кусочка. Если вы хотите одинаковые кусочки, можете взвесить каждую, а я делаю это на глаз. Всего у нас получается 8 заготовок. Из каждого кусочка формируем шарик. Перекладываем на тарелку и обязательно накрываем пищевой пленкой, чтобы они не заветрились и не покрылись корочкой. Оставляем тесто отдохнуть буквально на 5 минут. После этого берем по одному шарику и раскатываем в тонкий пласт. Ориентируйтесь на размер вашей сковороды. Снова накрываем пленкой. Диаметр моей сковороды 26 сантиметров, а коржи я буду делать чуть меньше. Обрезаю их с помощью крышки диаметром 22 сантиметра. Просто кладу сверху крышку и обрезаю все лишнее. Кстати, из этих обрезков у нас получится еще один девятый корж, а остатки пойдут на посыпку для украшения торта. Вот и все, начинаем выпекать. Выпекаются такие коржи очень быстро, на сухой сковороде и маленьком огне, буквально по паре минут с каждой стороны. Наши коржи готовы. Крем к ним подойдет абсолютно любой, на ваш вкус. Коржи получаются невероятно мягкими, отлично пропитываются, а сам торт просто тает во рту. Наш крем охладился, теперь смажем наши коржи. Вот такая текстура у нас получилась. Очень нежная и густая. На каждый корж я кладу 2 столовые ложки крема с горкой. Равномерно распределяю. И также поступаем с остальными коржами. Сверху посыпаю крошкой. Крошку пробила в измельчителе. Можно украсить листочками от мяты. Вы просто посмотрите, какой торт у нас получился. Очень мягкий, нежный и очень вкусный. На пропитку торт оставила на 2 часа, но можно оставить на ночь. Будет еще вкуснее. Обязательно попробуйте, рецепт простой, а результат приятно удивляет. А в конце хочу пожелать вам и вашим близким здоровья, уюта и тепла в доме. Пусть на вашем столе всегда будет вкусная и полезная еда, а каждый день приносит радость и спокойствие. Готовьте с любовью, и все обязательно получится. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. До новых встреч и ассаляму алейкум!